Палящее солнце плохо воздействует не только на живую природу, но и техника в жару тоже может ощутимо страдать. Каждый водитель знает, что на солнцепёке автомобиль быстро превращается в раскаленный металлический короб, где некомфортно и небезопасно находиться. Тяжелее всего приходится жителям городов, которые вынуждены в самое пекло стоять в пробках. В арсенале любого автомобилиста должны быть экстренные меры по охлаждению авто в 30-градусную жару. Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице в ближайшие дни может подняться до 35 градусов. В таких условиях автомобилисты могут столкнуться с дополнительными сложностями: отказ тормозов, трещины на лобовом стекле и выгоревшая краска на кузове. По данным МЧС, автопожары стоят на втором месте. К примеру, если в прошлом году было зарегистрировано 102 случая, то на сегодня с начала года зарегистрировано 114 пожаров, связанных с автомобилями. С начала 2020 года было зарегистрировано 114 случаев пожара, связанных с авто. В прошлом же году за аналогичный период было 102 случая. Так сказать, на 11% больше, чем в прошлом году. В конструкции современных автомобилей применено множество материалов, которые горят хорошо. Практически все элементы салона относятся к горючим. Да и в моторном отсеке также применено множество подобных материалов. Газобаллонная система питания автомобиля, особенно установленная не на заводе производителя машины, несет определенную угрозу. Например, в системе предусмотрены предохранительные клапаны, не позволяющие превысить давление в баллоне. Автомобиль на газу требует неукоснительного соблюдения мер противопожарной безопасности. Взрывы газобаллонных баллонов получаются от того, что баллон должен при эксплуатации каждые 2 года проходить испытания. Если он не проходит испытания, то баллон бракуется и меняется на новый. Срок службы каждого баллона 15 лет. То есть, если эти 15 лет прошли, то лучше всего закончить эксплуатацию этого баллона и заменить на новый. По словам специалистов, в каждой машине должен быть огнетушитель, а также аптечка. Азыркы погодага байланыштуу ысык болгондуктан ошо немеге туруштук бере албай калат деп ойлойм да. Жолдон жардам берген учурлар болгон, анча-мынча машиналар түтүп атканда токтотупчу. Ошо анан тиги водительдерди да чакырып кетем ушуга. Основное правило защиты автомобиля летом — стараться не оставлять его на долгое время под палящим солнцем. В гаражах или многоуровневых стоянках машина не нагревается так, как под открытым небом. В идеале лучше пользоваться подземными паркингами. Но если такой возможности нет, нужно найти любую тень или навес. Главное при этом учитывать движение солнца в течение дня. Также специалисты советуют летом не заправлять полный бак, так как при перегреве топливо расширяется и может просочиться через бензобак. Если это произойдет, то любая искра может стать причиной возгорания. Азамат Кенжешев, Эрмик Раимбеков, Нью ТВ.